Семья и взаимоотношения в ней. Как, преодолевая все трудности, сохранить семейный очаг. Именно в таком аспекте мы рассматриваем сегодня эту проблему. Пятидесятилетие совместной жизни такую дату празднуют сегодня в семействе Карбашанов. Георгию Арутюновичу 75 лет, Майрам Георговне 69. Они встретились в далеком 1953 году. Молодой 25-летний парень работал проводником на железной дороге. Майрам Георговне было 19 лет. За ней долго пришлось ухаживать, прежде чем она согласилась переехать к нему в Гумисту из Нового Афона. В этом доме Карбашан Георгия Арутюновича, который сегодня и вновь показал, что любит мою маму. Поехал ее забрал. Молодая семья выстроила новый дом, потом пошли дети. 3 сыновей и 2 дочери. Одну из них они удочерили. Жизнь пошла по накатанной дорожке. Армянское трудолюбие и выносливость принесли свои результаты. В дом пришел достаток. Да, деньги тоже был, все был. 4 машины было во дворе. Каждый сыновья имел, я имел это, Нива. Взяли грузини, все чистили. В этом семействе любят отмечать праздники. Задолго до войны была отмечена серебряная свадьба, 25 прожитых вместе лет, а чуть позже 60-летие и 70-летие главы рода. Праздник будем делать как надо, чтобы люди веселились, покушали, пили, гуляли, танцевали. Да. Весь Гумиста приглашен. Что мы готовим отца на 50 лет? Это моего отца 50 лет совместной жизни. Знаете, вот это блюдо. Хашлама тоже называется, но тут в собственном соку, без воды. Помидоры, перец, мясо. Слой это, слой это, слой это, слой это. Очень вкусное блюдо. Потом попробуем. Дальше идем. Значит, вот здесь будет вариться, как обычным способом. Хашлама будет. На 150 человек готовимся. Да. Значит, еще будем готовить мамалыку. Мамалыку будем готовить. За эти годы дети подросли, обзавелись своими собственными семьями. Седа и Роза, Эдик, Володя и Андрей уже имеют собственных детей и даже внуков. Некоторые живут рядом, по соседству, а другие осели в России. Однако и те, и другие помогают старикам, берут с них пример во многом. Например, старший сын Эдуард уже отметил серебряную свадьбу со своей женой и скоро подойдет к рубежу золотой. Оглядываясь назад, наши герои вспоминают нелегкое время прожитых лет. После войны было в 1952 году, после 1941 год, эта война была, и еще это у нас трудно, в общем, трудно было их вырастить. Все 10 класс кончили. После этого кто-то где-то хотел учиться, но не получилось у нас. У нас возможности не было, чтобы они пошли дальше, продолжали учебу. Тяжело было очень, и готовить надо было, и стирать надо было, и колхозы работать, в огороде работать, все на женское это было. Очень тяжело было нам. Очень скоро жизнь еще раз проверила этот союз на прочность. Мирное ее течение было резко прервано войной 1992 года. Этот период не любит вспоминать Георгий Арутюнович. В первые дни войны сын Эдик начал проводить разведку, переходя каждый день к Гумисту.
В сентябре 92-го в дом пришли грузины и стали пытать его, почему он не воюет с ними против абхазцев. На допросе для устрашения простреливалась стена выше его головы. Посчитав все содеянное недостаточным, они принялись за мать. Приложив дуло автомата к голове, бандиты стали требовать золота и денег, а под конец сунули пожилой женщине в рот лимонку. Уходя, забрали все ценное, не погнушались и тряпьем. На следующий день русский вертолет доставил Эдуарда в Гудауту. Так он прошел всю войну в первом мотострелковом эшерафонском батальоне, возил боеприпасы. 22 июля участвовал в операции на высоте Ахбюк. Во время боевых действий подорвался на мине и потерял ногу. Был прооперирован в Афоне и на сегодняшний день поменял уже 3 протеза. Все равно надо было воевать. Воюешь, разницы нету, что разведка, что перед. На наш вопрос, почему он не ушел в армянский батальон, он ответил просто. С самого начала мы все были как братья, ели из одной тарелки и помогали друг другу. Когда в сентябре 93 года грузинские войска уходили с Гумисты, они подожгли все близлежащие дома, в том числе и дом Карбашанов. На всей усадьбе сохранился только гараж с бетонным настилом. В нем и прожила последующие 2 года супружеская чета. Да, последнее нападение, когда было, уже Сухум забирали. Тогда они сожгли, уже знали, что уходят, тогда и сожгли. Жизнь после войны стала медленно, но верно налаживаться. Международный комитет Красного Креста помог восстановить крышу дома. Своими силами отремонтировали 2 комнаты. В данный момент Георгий Арутюнович работает бригадиром в колхозе. Им, как и во все времена, помогает выживать сельское хозяйство и животноводство. Огород, куры, коровы, кукуруза и мандарины. Живем как все, замечают они. Однако прожитые вместе 50 лет еще раз подчеркивают нетипичность такого долгого союза. Что же заставляет 2 людей прощать друг друга, терпеть обиды, мудро обходя семейные подводные камни? Я желаю, чтобы молодые, как я жил 50 лет с женой, вот Марией, дай Бог, чтобы они до 100 лет жили. Я желаю им счастья и благополучия. Молодежь должна быть друг друга уважать, ценит. А если один говорит, другой должна молчать, чтобы мирно жили, хорошо жили, чтобы им всегда было хорошо в жизни. Несмотря на все трудности и проблемы, встретившиеся им на жизненном пути, супруги Карбашан полны веры и надежды на лучшее будущее своих детей и внуков, и через 25 лет собираются отпраздновать бриллиантовую свадьбу. Arazis,